Мы уже рассказывали, как активно Ленский район провел 2014 год, прошедший под знаменем культуры. Теперь эстафета интересных мероприятий продолжится на литературном поле. В этом году в районе запланирован ряд масштабных проектов и начинаний. Что сулит ленчанам год литературы, узнавала Олеся Васева. В Ленске прижилась традиция оформлять главную площадь города в стиле грядущего года. Так, в 2014 году ленчане узнали, что 2015 год объявлен годом литературы. Узнали недавно, но на государственном уровне намерение посвятить целый год проблемам и достижениям в литературной сфере появилось намного раньше. Идею его проведения Владимир Путин озвучил еще 21 ноября 2013 года на Российском литературном собрании. Именно тогда и было решено вплотную заняться решением литературных проблем и стимулированием самого интереса россиян к чтению. Это почти глобальная задача. Но на муниципальном уровне в том же Ленском районе с ней успешно справляется централизованная библиотечная система, руководитель которой не без гордости рассказывает об увеличении количества читающих граждан. Мы считаем, что Ленский район, он один из самых читающих в Якутии. И вот просматривая наш отчет за прошлый год, мы можем сказать, что в наших библиотеках читателей не только не становится меньше, но даже больше. Ежедневно в залах Центральной районной библиотеки обслуживается до 30 и более читателей, и сфера их интересов охватывает разные категории литературных произведений, от романтической прозы до метров классической литературы. Но пальма первенства по посещению библиотек, как всегда, у пенсионеров. Самое такое активное население – это у нас, конечно, пожилое население, которое приходит в любую погоду, в любой мороз, и летом, и зимой. Кстати, за последнее время сотрудники библиотеки отмечают возросший интерес к чтению и у молодых людей и связывают это с появлением в ЦРБ юношеской кафедры. Мы проводим в школах библиочасы, знакомство со списком 100 книг для юношества. Да? Проводим разные уроки, разворачиваем наш фонд для ребятишек, открываем для них новое. Мы все знаем, что инфернальная лексика у нас стала уже бытовой. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы постепенно от этого избавлялись. И для этого в течение года мы хотим провести ряд мероприятий. Вот, в частности, приглашаем сюда мастеров литературного языка. Теперь главное – разжечь к ним интерес у ленчан, которые, как любой россиянин, являются носителем уникального богатства русского языка, беречь и развивать который нужно постоянно. Ведь ничто так не украшает человека, как грамотная и красивая речь.